Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по собственности, земельным и имущественным отношениям. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем наш разговор с весенней сессии, которая завершилась. Каковы ее итоги? Итоги, я считаю, для партии ЛДПР достаточно серьезные. Мы улучшили свою динамику в части принятых законопроектов. Наши депутаты поучаствовали в 94 законодательных инициативах, которые были приняты. 4 инициативы – это, собственно говоря, только депутаты ЛДПР. Работает у нас законотворческий совет достаточно эффективно, проходят законы. Но это говорит о том, что партия постоянно работает с людьми в первую очередь, потому что все инициативы, которые выдвигает ЛДПР, это инициативы, которые касаются всех сфер жизни наших граждан. И здравоохранение, социалка, тарифы, коммуналка, все что угодно. Все вопросы, по которым к нам, наши приемные по всей стране, обращаются наши граждане. Всероссийский прием граждан проводит каждый депутат, не только Государственной Думы, любой депутат любого уровня от ЛДПР. Посмотрите на соцстраницах, это все есть. И, конечно, когда проблема касается какого-то отдельного случая, мы направляем просто запрос в соответствующий орган. Если же проблема носит комплексный характер, это законопроект. И, собственно говоря, вот из законопроектов, которые приняты с участием депутатов ЛДПР 94 инициативы законодательные, которые превратились уже или превратятся в скором времени в законы, которые, я уверен, будут работать на благо наших граждан, на защиту прав и законных интересов наших людей. Поэтому ЛДПР работает и работает эффективно. Это же показывают рейтинги партии. Мы четко стоим на втором месте. И если говорить про республику Башкортостан, про родную нашу Башкирию, то есть у нас также будут проходить выборы в Башкирии в сентябре 2025 года. И по количеству выдвинутых кандидатов мы немножко только отстаем от партии власти. Все остальные далеко позади ЛДПР. Потому что я считаю, что, понятно, есть Единая Россия, это партия власти, не совсем уж партия. А если говорить про оппозицию, то ЛДПР первая партия среди оппозиционных, и мы работаем, выполняем свой функционал, и этим объясняется ее долголетие, ее основатель Владимир Вольфович Жириновский, указом президента мы скоро будем отмечать 80-летие этого великого человека, заложил такой очень серьезный фундамент, который можно объяснить в двух словах. Помощь людям. Этот фундамент очень крепкий, как вы видите. Иван Константинович, если говорить о некоторых итогах и результатах, то вы вошли в рейтинг топ-50, если я не ошибаюсь. Как думаете, за счет чего? За счет просто работы. Ежедневно труд на благо, наверное, наших граждан. И, знаете, очень важно не ждать благодарности, просто помогать. Это очень важно. Потому что кто ждет благодарности, фактически он продает свою помощь. Это неправильно. Жириновский поступал именно так, он помогал без оглядки. Если люди сказали спасибо, это хорошо. Но не сказали, значит, так уготовил нам Господь Бог. Но работа депутата – это помощь людям. Я продолжаю свою деятельность. Я, собственно говоря, был юристом, адвокатом, продолжил свою деятельность уже в роли депутата. И я надеюсь, что вот эта оценка, топ-50, это оценка прежде всего со стороны, наверное, людей. Это важно, я это ценю, мне это приятно. Если обсудить, в принципе, именно сейчас одна из главных тем, это тема спецоперации. И я понимаю, что вы поддерживаете, и помогаете. Вот что сделано на сегодняшний день? Собственно говоря, поддерживает вся партия ЛДПР под руководством Леонида Эдуардовича Слуцкого.
Владимир Вольфович, конечно, к сожалению, ушедший от нас, он всегда поддерживал и Донбасс, и первым сказал Владимиру Владимировичу Путину о том, что пора брать Крым. Это факт, который прям есть на видео. Это мы можем увидеть в фильме Владимира Соловьева. И, конечно, всегда, вот начиная с 2014 года, ЛДПР занимается помощью и поддержкой и Донбасса, и сейчас членов, участников. И, конечно, поддерживаем семьи участников специальной военной операции. Буквально не так давно Леонид Эдуардович Слуцкий отправил 19 вагонов леса на специальную военную операцию. И еще раз говорю, это не просто лес, это запрос оттуда, со специальной военной операции, им это надо. И мы также действуем по заявкам через фонд «Плечом к плечу». Не так давно я встречался с нашими ребятами из Башкирии, из группировки «Днепр». Они сделали заявку. Ну, вот мы сейчас им отправляем квадрокоптеры. Буквально, я надеюсь, на днях они получат это. И, собственно говоря, это позволит еще сделать какой-то шаг, пусть небольшой, но к нашей победе. Это, я считаю, очень важным. Здесь тоже не остался в стороне наш комитет. Там в рамках нашего комитета был принят очень важный закон о внесудебном банкротстве участников специальной военной операции, потому что зачастую они не имеют возможности, там находясь уже по нескольку лет, и некому представить здесь интересы в судах. Поэтому, конечно, это очень важно. С учетом закредитованности огромного количества граждан нашей страны и участников СВО, это также касается тех, кто выполняет очень серьезную задачу по защите нашего мира над головой и борется с современным фашизмом. Это очень важно. Что касается законотворческой деятельности, я бы хотел немножко остановиться на законопроекте о борьбе с инвазивными растениями. Одним из примеров является борщевик Сосновского, хотя Сосновский, бедный Сосновский, который где-то там переворачивается при упоминании борщевика, никакого отношения к этому растению не имеет. Его просто так назвали в честь этого ученого. Внедрял это растение Вавилов, но оно представляет опасность, агрессивно действует на другие растения, вытесняет и, соответственно, конечно, вызывает сок этого растения ожоги. И здесь, конечно, немножко экзотически получилось принятие этого законопроекта. То есть мы вносили свой, в итоге наш законопроект в виде поправки вошел в законопроект правительства. Но мы этому тоже рады, потому что в принципе своих целей мы здесь добились. И, конечно, вопросы по растениям здесь тоже есть, в Уфе в частности. Да, я уфимец, родился и вырос я в Черниковке, хотя переезжал целых 11 раз. Хотя, говорят, один переезд хуже пожара. Вот. И сейчас я увидел волнение некое по поводу того, что будут ликвидировать тополя в Черниковке. Но на самом деле эта проблема, на нее надо комплексно взглянуть. И, конечно, в том числе мэрия должна очень внимательно к этому отнестись. То есть те деревья, которые будут убраны как-то, да, вместо них, конечно, должны быть новые, нормальные, качественные деревья. Что касается тополей, то есть тополиный пух, это хорошо в песне, вот, а для аллергиков, которые там находятся рядом с тополями, это просто кошмар и ужас. Ну и более того, то есть где-то поджигают дети даже, это тоже опасно. Но в первую очередь мы должны думать о жизни и здоровье наших граждан, которые, к сожалению, в силу экологической ситуации негативной, в том числе в Уфе, в том числе и в Черниковке, там в основном эти тополя. Я как житель Черниковки могу сказать, что когда тебе пух лезет в нос, как бы не самым образом, не так тебе комфортно, конечно. Это вызывает дискомфорт, а если ты болеешь аллергией, то есть, соответственно, последствия ужасные. Вот, поэтому здесь надо взвешенно подходить, но растения одни должны заменить другие. То есть также Черниковка должна остаться тем же зеленым, прекрасным, красивым районом, которым она была до того, как там что-то ликвидируют.
Иван Константинович, вы также занимаетесь направлением развития настольного тенниса в Башкортостане. Какие сейчас здесь перспективы? Может быть, есть какие-то события? Слушайте, приезжал Бабаков, мы знаем, да, то есть речь шла о настольном теннисе, которым занимаются, в принципе, миллионы граждан нашей страны. Каждый из нас, в принципе, когда-то где-то там в спортлагере, либо где-то там на турбазе, либо где-то еще во дворе играл в настольный теннис. Здесь, к сожалению, я могу сказать, ситуация с настольным теннисом складывается не самым лучшим образом. Понятно, что есть площадки, где можно поиграть в настольный теннис. Но основная площадка, спасибо, кстати, за то, что она вообще есть, на Ленина находится, на пересечении улиц Ленина и Революционной. К сожалению, несмотря на все наши обращения по поводу душевых, по поводу раздевалок, помещения там эти есть, где можно это разместить все. Пока сдвинуть с мертвой точки не удается. Безусловно, конечно, центр настольного тенниса нужен, потому что люди должны заниматься спортом. И настольный теннис, то есть мы были не так давно на коллегии Министерства спорта, то есть он входит в десятку тех видов спорта, которые, собственно говоря, являются самыми популярными в нашей стране. Поэтому этот спорт должен развиваться, но для этого должны быть созданы условия. А когда люди не имеют возможности сходить в душ после тренировки, переодеться в нормальных условиях, то есть девочки с девочками, мальчики с мальчиками, это, конечно, неправильно. Мы будем дальше заниматься. То есть в свое время Хамитов обещал построить центр настольного тенниса Игорю Левитину. Но, к сожалению, ВОС поныне там. Будем надеяться, что что-то поменяется и сдвинется с мертвой точки. И люди смогут в комфортных, достойных условиях заниматься этим прекрасным видом спорта. Но пока есть возможность просто немножко улучшить ситуацию даже там, где уже люди занимаются. Иван Константинович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Рассказали о том, чем живет сейчас партия ЛДПР и какие у нее планы. Спасибо. И будет жить. До свидания. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.